после тренировки мы возвращались втроем, пешком шли, зашли в Макдональдс, покушали и потом решили прогуляться до метро Октябрьская. Вот. Как только мы вышли туда, на городской вал, через городской вал поднялись наверх, подъехали автозаки, сразу же начали паковать. То есть ребята отбежали в сторону, вот, а я никуда не бежал, потому что я бежать не могу, и меня погрузили в автозак. Продержали где-то чуть больше часа там, вот, и потом отпустили. Сказали, иди домой, все. Я вышел, там была вокруг только одна милиция. Все, людей уже не было, была только милиция. Вот, я начал проходить через кордон. Они с щитами стояли, военные, милиция. Проходил через них, просил пропустить домой меня. Все, они меня без проблем пропускали. Я дошел до Немиги, позвонил ребятам, говорю, давайте идем домой тоже. Тут подойдите к милиционерам, чтобы вас пропустили, и все нормально. Но и они пошли, их пропустили сначала одни, а потом подъехал бусик. Вот этот вот синий бусик, который громили. Подъехал, оттуда вылетели ребята в штатском. Вот, скрутили и начали бить в автобусе. Вот. В итоге здесь им предъявили, что они участвовали в этих погромах. Вот. Как оказалось далее, они просто перепутали их. Вот. Павел Рассольков оказался очень похожим, вот, на одного из людей, которые громили бусик. И сейчас вот мы ждем здесь их. Сказали, что им никакого уголовного дела не будет и что их отпустят, потому что они не виноваты, есть видео подтверждение тому, что они не виноваты в этом. Вопрос только, избили людей, у них завтра игра важная с Динамо Минском. Вот, мы как бы не планировали митинговать, ходить в этот день, потому что готовились к игре. Вот, и сейчас они, естественно, уже сыграть не смогут в этой игре. Вот, и выйдут с различными травмами, которые будут восстанавливаться. Неизвестно, сколько они еще будут восстанавливаться после этого.